Товарищ старший лейтенант, не отправляйте медсамбат. Пусть я контужен, все равно я роте нужен. Там в будущем еще успеем отдохнуть, когда почувствуем, что враг обезоружен. Мне командир кивнул в ответ и дал мне пару сигарет, но докурить я не успел. Опять атака! Там в будущем известный факт, не будет никаких атак и не посмеет лаять ни одна собака. Там в будущем другой порой у всех все будет под рукой. Дом, телефон, а может даже и машина. А пока мы в бой идем под шквально-проливным огнем за нашу родину, за мать, жену, за сына, за Сталинград, за Ленинград, а тигры прут как на парад. А я подумал, хрен тебе не парады, пройдет война, запомнят наши имена. И сполз под танк с противотанковой гранатой, я показал кулак врагу и резко выдернул чеку. Мгновение вытянулась вечность. Такое раз бывает век. Граната не разорвалась. Зачем о будущем? Мне б хотя бы один патрон, и я бы с жизни ушел вон. Нет, не сдамся в плен, погибну в драке. Да кто-то сзади от души меня прикладом приложил. Упал лицом я в черноземе, очнулся лагерь. Там 5 эсэсовских юнцов недолго правили лицо. И издевался лагерь-фюрер толстобрюхий. Так тявкал, что я не слышал ни хрена. После контузии оглох на оба уха. Прости, семья моя, но не сумел сдержаться я. Да взял и плюнул в это рыло поросячье. Он люгер свой достал, и снова в памяти провал, где дом, жена, сынишка в люльке плачет. Потом куда-то повели, а снег бомбежкой все валил от ног босых кровавым следом. Я верил Гитлеру капут, там в будущем уже живут и празднуют победу.